Так, друзья, еще один ходок. Скорее всего, тоже он занимается ходьбой. Я тоже вышла утром пораньше немножко пройтись. Мне нужно тоже в день делать хотя бы 2000 шагов. Но я понемножечку стараюсь и делаю. Так что немножечко моросит какой-то, вот такой, в крупинках мелкий-мелкий, как будто бы дождик. Снежок у нас идет. Вот такое вот раннее утро. Еще не выключились наши фары, лампочки, можно сказать, подсветка. Вот такое вот сегодня раннее утро. Ну что, пойдемте? Я, наверное, пойду без вас, скорее всего. Я иду не очень быстро. Ну, вот так вот. Бегать мне нельзя, прыгать мне нельзя, но как-то тоже нужно заниматься. Ну все, друзья, дальше я пойду одна. Друзья, с прогулки я пришла, решила вам снять, ну, банальная яичница, но все-таки сниму для вас. Так, лучок я уже пожарила. Вот. Теперь хочу сделать яичницу, вернее омлет с грибами и яйцом на завтрак. Так. Я сюда положила немножечко топленого масла, буквально капельку. Потому что, вы знаете, я пока боюсь с жирами. В помощь моему желчному пузырю, она, конечно, мой врач подключила мне ферменты, которые помогают мне и, ну, посодействуют, чтобы жиры мне не мешали пока. Так как я никак не подписываюсь на операцию. Но, скорее всего, друзья, так, посолю немножечко. Ближе, ну, где-то после мая я, скорее всего, сделаю операцию. Посмотрим, какую мне надо будет. Это же все делается по показаниям. Так, пока жарится будет яичница, мне нужно сделать сразу же и салатик для себя. То же самое. Так, сегодня хочу сделать еще винегрет. Так. И потянула, а тут оказывается листик. Так, теперь добавим помидорчик к нашей яичнице. Вернее, к нашим грибам и луку. Так. Дорогие, пожалуйста, успокойся. Так, немножко накроем крышкой, чтобы процесс был быстрее. Нарежем зелень. И, друзья, зелень, знаете, как она рекомендует есть зелень. Во-первых, много есть зелени. Во-вторых, зелень, которую мы покупаем, она рекомендует на ночь, с ночи замачивать в воде, немножечко налить туда уксус, чтобы все, что там есть, оставалось в этой воде. И только в таком виде она рекомендует есть зелень. Вот каждый вечер замачиваем зелень в уксусной воде. И рекомендуется есть орешки. Ну, конечно, не очень много, не налегать на них. Любые орешки, но любые орешки тоже идет рекомендация, именно вот прям вот обязательно замачивать их тоже на ночь в воду. И только вот замоченные есть. И вы знаете, друзья, знаете, какие вкусные получаются именно вот так вот замоченные орешки. Грецкие орехи, как будто бы они вот такие вот молодые, вот когда вот
молочной спелости бывают. Вот такое ощущение после того, как грецкий орех замочить в воде. Попробуйте, очень вкусно, друзья. И вы знаете, кто не, может быть, кто-то не знал, кто-то знает, мне мой врач-невропатолог когда-то еще... Так, где у меня венчик? Вот. Рекомендовала, если высокий холестерин, то есть миндаль. И тоже она тоже рекомендовала миндаль замачивать на ночь. Или на ночь, или хотя бы на несколько часов. Так, тут у меня 2 яйца. Посолим, поперчим. Так, все не на месте, никогда не могу найти. Так. И все, накрываем крышкой, и яичница наша будет готовиться. Теперь тем временем я доделаю мой салатик. Так, в салатик я добавляю морскую соль с травами. Вот такая вот. Сегодня оливковое масло. Ну, эту порцию я, конечно, съем. Это вот на 1 раз салатик. Сюда можно морковочку, сегодня не буду. Иногда можно добавлять горошек зеленый, но не консервированный, а вот именно замороженный, его немножечко отварить. Консервации она вообще-то очень нехорошо относится, можно сказать, не рекомендует, потому что там сахар. Так, пора мне менять клеенку уже. Хотела пока не менять ее, думаю, в новую, ну, в кухню, как после ремонта. Но все-таки для съемок, друзья, она очень страшненькая у меня. Придется покупать. Сегодня поеду, куплю клеенку обязательно. Так. И, друзья, я ем на завтрак вот такие вот хлебцы. Без глютена. Они гречично-рисовые. Все, яичница наша готова.
Так. Еще иногда я ем на завтрак маслины, оливки. Так, сегодня не буду. Сегодня будут вот такие вот хлебцы с сливочным маслом. У меня мои домашние шутят. Мам, говорит, ты с такой диетой вообще не похудеешь. Я говорю, ну пускай не похудею, но буду здоровой. Я надеюсь. Так. Видно же, видно. Вот такой вот завтрак у меня, друзья, сегодня. Друзья, сегодня я хочу приготовить сладкий рис для нас. Мы все его очень любим, но мне его, к сожалению, нельзя. И сегодня его попросил меня сделать мой сын. И давайте мы с вами вместе его сегодня сделаем. Ну, сделаю из того, что у меня есть. У меня есть немного изюма. Сейчас уже поздновато, если честно, идти в магазин. Поэтому сделаем из того, что у нас есть. Сейчас я вам покажу, что для этого надо. Так, и, друзья, чтобы приготовить сладкий рис, нам нужно 1 килограмм риса. Я его уже промыла. Тут у меня, значит, 800 грамм обычного круглозерного и 200 грамм длиннозерного риса. Я также делаю и на плов обычный. Полкилограмма сахара и 250 грамм изюма. Вот сколько у меня нашлось. Если было бы, можно было бы еще изюм большой такой, красивый добавить. Можно было бы добавить сухофрукты любые, какие есть. Но по идее я люблю просто, чтобы был изюм, по большому счету. Но сегодня я хочу еще немножко добавить. Нашла вот такое вот одно яблоко семеринки и чуть-чуть лимончика добавлю. И 200 грамм топленого масла. Вместо топленого можно также 200 грамм сливочного масла. Так как я сказала, рис я уже промыла, и вода у меня уже кипит. Сейчас мы закинем туда наш рис. Кипящую воду. Ой. И как я сказала, в кипящий рис мы закинем в кипящую воду мы закинем наш рис. Так, воды здесь, друзья, 1 к 3. 1 часть риса и 3 части воды. 3 раза больше. Все, и теперь наш рис будет вариться 15 минут. Так, тем временем мы нарежем наше яблочко. Просто это яблочко придаст аромат по сладкому плову, сладкому рису. Вот так вот нарежем кубиками. Рис я уже промыла, друзья. И его мы будем тоже в сковороде немножко обжаривать на этом масле. Ну и также кусочками лимона. Лимон можно и дольками оставить, но я нарежу.
Так, рис наш начал кипеть. Периодически будем помешивать его. Будем уже засекать 15 минут. Друзья, и теперь мы промыли рис проточный, вернее, я промыла рис в проточной холодной воде, прям чтобы хорошенечко его промыть. И теперь немножко он постоит, пока не стечет лишняя влага. Вот. Тем временем мы, конечно, сейчас пожарим, ну как пожарим, немножко подогреем наше масло и изюм на сковороде. Ну, чуть-чуть погодя, пускай пока стекает вода. Друзья, значит, рис у меня уже практически постоял. Теперь мы будем обжаривать наш изюм, ну и яблочко заодно. Я тут посуду убрала, пока смотрела фильм в телефоне. Успела помыть, перемыть всю посуду. Так. Так, теперь положим наш изюм. И яблочко. Лимон я не буду класть. Лимон положу просто такой он есть. И буквально вот разогреть, чтобы изюм набух немножечко. Сегодня я хочу рис сделать в духовке, друзья. Обычно я его всегда делаю на плите. Но сегодня попробуем, поставим его в духовку. Некоторые делают в духовке. Я тоже его сейчас захотела сделать в духовке. Так, друзья, ну и вот изюм, как видите, разошелся. Вот такой вот он стал мягкий. И теперь будем мы с вами собирать наш рис. Где-то у меня подставка на улице. Так, теперь немножечко на дно нашего чугунка. Буду делать в чугунке. Когда-то я всегда делала на этом, в сковороде большой. Она уже у меня состарилась. Так, теперь будем класть слой риса. Слой риса, теперь слой изюма. Теперь слой сахара.
продолжать будем дальше. Слой риса, слой сахара, слой изюма до конца. Так, ну все, друзья. Мы собрали наш сладкий рис. Теперь накроем крышкой и в духовку. Минут на 30, а там посмотрим. 180 градусов. 170-180 градусов примерно. И, друзья, вот теперь накроем крышкой и поставим в духовку. Ну, на медленный такой огонь. Минут на 30. А там посмотрим. Теперь помою эту посуду. И, друзья, вот такой вот рис получился. Постоял он у меня, правда, не 30, а 40 минут в духовке. Вот такой ароматный, рассыпчатый, сладкий, вкусный рис. Но вы знаете, вот полкилограмма, мне кажется, все-таки сахара нужно немножечко меньше. Я в описании напишу, сколько надо будет. Так, друзья, ну вот, и вот такой вот у меня получился сладкий рис. Я его перемешала. В духовке он постоял у меня 40 минут, друзья. И вот, как видите, он очень хорошо приготовился. И очень получился вкусный. Аромат лимона дает свою такую изюминку. И яблоко тоже. Так что готовьте. Пробуйте и ешьте. Вот, положила в тарелочку. Вот так вот, друзья. Мои дорогие, доброе утро. В этом ролике я буду с вами еще раз здороваться. Это уже второй день. Вчера у меня так и не получилось ничего дальше снять и закончить мой тот ролик, даже если и не снять. Была вчера по делам, ездила в Назрань, заехала к Мадине, тоже нужно было что-то передать. Яхил, будь здорова. И со мной привязалась Аишка. Ни в какую, нет, хочу как мама, и все. Ну, к большой маме, значит, к бабушке. Приехала, и тут мы с ней пока игрались, пока то и все. День прошел. А я обещала, еще давно обещала, если честно, сделать кукурузные галушки танзили. Ну, заказ у нее был галушек и из кукурузной муки и из пшеничной муки. Она мне говорит: мам, я не успеваю, сделай, пожалуйста. И я уже, наверное, дней 7-8 тоже не успевала их делать. Но вчера точно обещала я их сделать. Но вчера тоже, представляете, не сделала. В обед, как Аишка, как положено детям, вчера не легла, потому что мы тут все время с ней игрались. Мы никак ее не смогли уложить на обед. А к вечеру, ближе к 9 часам, она уже совсем и капризничала, и не могла бегать, не могла играться, настолько хотела спать. Но ни в какую сама ложиться не хотела. Но пришлось мне тоже пойти на такие уловки, сказать, что буду рассказывать сказку, пойдем, будем сказки читать. Легли, она заснула, ну и вместе с ней и я заснула. Просыпаюсь, друзья, где-то 3 час ночи. А я ничего не сделала и посуду не убирала, представляете? Ну и все, я больше не ложилась. Прибрала, убрала посуду, думаю, раз обещала своей дочери, то обещание выполню, сделаю галушки. Так что пока они не приехали сегодня, они сегодня приезжают, быстренько налеплю галушки и потом уже займусь остальными делами. Так я уже всех покормила, все сделала, что нужно, но теперь нужно быстренько заняться галушками. И я вам покажу, как немножечко, и заодно захотелось мне завершить свой ролик сегодня и выпустить его сегодня. Вот так, друзья, сейчас я опущу камеру.
Так. Значит, тут у меня 800 грамм кукурузной муки просеянной. Ну, на глаз соли, я не знаю, ну, чайную ложечку соли. И 2 столовые ложки обычной пшеничной муки. В принципе, можно и не добавлять. Я вот для себя, для моего ХП-питания, мне можно кукурузные галушки. Я не добавляю пшеничную муку. Тоже не развариваются. Даже вот сегодня утром себе сварила. Вчера мы тоже варили курочку на ужин с картофельной подливой. Конечно, подливу мне нельзя, а курочку, бульончик мне можно салатиком. И я утром тоже позавтракала, уже поела себе и курочку, и бульончик, и сделала галушки, потому что сегодня будут приходить, ну, не будут приходить, а придут мои девочки. Так-то я больше никого не приглашала, потому что у нас в республике, друзья, да и везде, как я вижу, очень много болеющих. Мои родственники очень болеют, заловки болеют некоторые. Именно вот вирус, не знаю, не вирусом, а просто простудой. И дети их не... Короче, много больных, поэтому я не стала никого звать. И тем более у меня в больнице сестра, тоже не очень-то интересно. И, друзья, я вам скажу, что сестре намного лучше, алхамдулилла, по воле Всевышнего. Так, и добавляем яйцо одно. Ей намного лучше, каждый день, 2-3 раза я ей звоню. По крайней мере, сегодня уже 4-й или 5-й день она лежит в Ставрополе. У нее нет одышки, и воду откачивать ей не приходилось. А это самое главное. Но единственное, что она жалуется на отеки ног. Но и отеки ног тоже немножечко, она говорит, потихонечку начали отходить. Так что мы будем надеяться, вернее, мы надеемся, что уже у нее будет все хорошо, и скоро мы будем вместе. И я надеюсь, мы вместе с ней отметим. Хотя мы не отмечаем, но мы всегда собирались, если честно, это отмечание это или не отмечание, правильно это, неправильно, я не знаю, но мы всегда собирались. Или отдельно на ее день рождения и на моем день рождения, или в принципе, в основном мы отмечали день рождения нас обоих в один день, в мой день рождения. У нее на 3 дня раньше, а у меня сегодня. И вот вместе, когда она приедет, накроем на стол и посидим просто. Я ей тоже сказала, позвонила. У нее 23 января, поздравила ее. Подарочек тоже ее будет ждать к ее приезду. Не знаю, может быть правильно, может быть неправильно, многое будут говорить, но мы как-то вот, не знаю, привыкли. Собираемся обычно вот. Раньше много нас собиралось, потом просто стали собираться мы, сестры. Каждый раз по-разному. Но это не значит, что прям отмечание этого дня рождения, но просто немножко готовили, накрывали на стол, что-то обычно делали что-то так праздничное, необычное, сидели и вот так вот. Так, все, добавила яйцо, добавила муку, добавила соль, и теперь нужен крутой кипяток. Так, и вот так потихонечку. Вот сколько налить кипятка, я вам не скажу. Нужно наливать понемножечку, чтобы много не было. Если тесто будет жидким, то они потом разварятся у нас. Нужно сначала налить немножко, а потом попробовать, посмотреть, как оно собирается. Конечно, сначала ложкой. Так, надо будет еще. Я как-нибудь в следующий раз померяю, сколько воды добавляю, ну хоть чтобы примерно было.
Друзья, некоторые жалуются, что меня не слышно, но надеюсь, скоро будет слышно, потому что мне обещали мои дети, что купят мне микрофон. Просто они хотели, чтобы микрофон был на мой день рождения, но у них не получилось, и поэтому они хотели сюрпризом купить мне беспроводной микрофон с сюрпризом, но у них сюрприз не получился, потому что микрофон приедет только 1 февраля. Они хотели вот именно, чтобы сегодня и привезли, но не получилось у них. Доставка немножко опаздывает. Так что мой подарок от моих детей будет 1 февраля, как я поняла, это беспроводной беспроводной микрофон. Надеюсь, он у меня не сломается, а то те с проводами, которые я уже 4 штуки сломала, поэтому звук плохой. Так, ой, еще горячее. Ой, пока наливать сюда боюсь. Сейчас немножечко подождем, посмотрим. Как у нас? Нет, еще нужна вода. Аиша, что ты там делаешь? Ой, мы с Аишкой играли. Давай поиграем. И во что только мы играем. Во что только мы не играем. Нужно ложиться с ней на пол, делать какие-то гимнастические вещи. Видимо, в садике ее этому научили. Играем в магазины, играем в кафешки, чего только мы с ней вчера не делали. Конечно, я не успела никаких галушек сделать, так что перед приездом Танзилы нужно справиться. А то мне каждый день Танзила позвонит: мам, галушки же готовы, а я смеюсь всегда. У меня тоже насыщенная неделя была, заказы. Так. Вот, неаккуратная, да? Все пересыпала на стол. Так, друзья, и теперь попробуем все это соединить руками. Я, чтобы не обжечься, макаю руки в холодную воду. Я присяду и будем лепить наши галушки. Так, друзья, теперь будем лепить наши галушки. Немножко смочим руки водой. И вот так вот. Ой. Видно? Helt korrekt, ja. Sразу скринь, Алина, есть? Сразу горячо. Так, друзья, почти
заканчиваю я. Это у меня уже 4-я чашка. Не знаю, сколько я их не взвешивала. Посмотрим, сколько их получится. Так, ну, слово я свое сдержала. А то обещала. Вчера обещала ей точно сделать. Все. Ну, пришлось в свой день рождения лепить галушки. Что уж поделать. Бизнес есть бизнес, как говорится. Зато, если они приедут сегодня, ну, обещались обе, и Мадина, и Танзила, что приедут. Как приедут, больше ничего сегодня делать не буду. Все будут делать они. Буду отдыхать. Так, и, друзья, вы не поверите, я как проснулась около 2 часов ночи, ну, 3-й час или около 2, по-моему, 3-й час был, точно не помню. Да, 3-й час был. Я сразу зашла в WhatsApp, потому что легла рано, и думаю, ну, может быть, кто-то с вечера писал, что, потому что у меня, как вы знаете, мои подписчики, есть такая банда моих подписчиц, мы так называем себя, бандой. Так, у нас 31 девочка, можно сказать, да, девочек, ну, женщин. Мы общаемся, это все мои подписчицы, среди них есть и начинающие блогеры. И практически целый день мы на связи. Ну, кто успевает, кто не успевает, все равно потом вечером читают, утром читают. Но мы друг с другом общаемся, короче, друзья, целый день. И смотрю, с 12 ночи моя банда меня уже поздравляла. Огромное им спасибо. Конечно, я им каждой сказала спасибо, но действительно, девочки, друзья, это такие, ну, мы между собой девочки, я поэтому и девочки говорю. Такие девочки, такие женщины, хотя мы уже женщины все практически в возрасте, но среди них есть и помоложе, и намного моложе, даже есть 20-летняя девчонка с нами. Вот им даже с такими взрослыми, как мы, интересно. Чему-то учатся, что-то спрашивают. И у меня вот до сих пор, сейчас уже 10 часов утра, поздравления и от них, и от других моих подписчиц в личку, что в Инстаграме, что на WhatsApp. Просто поток поздравлений. Я вот с каждым поздравлением всегда мне очень приятно, трепетно бывает. Даже несколько раз сплакнула. Потому что такие сообщения, такие пожелания, столько людей, столько женщин мне объясняются, можно сказать, в любви ко мне, что действительно это очень многого стоит. Эмоции переполняют, но я просто не такая красноречивая, как моя подписчица, которая тоже в банде. Она так красноречиво все умеет у нас говорить, но я так не умею, но... Просто от души огромное всем спасибо. Всем всех благ мира. Самое главное, чтобы был мир на земле, чтобы все были здоровы. Остальное все мы сами сделаем. Материальное – это не главное в нашей жизни, тем более сейчас с этими болезнями, с этими болячками. Много чего, конечно, с этой болезнью мы пересмотрели, много чего передумали, все по-другому. И поэтому в этом мире не стоит ничего, чем хорошие пожелания друг другу. Лучше, ничего лучше этого нет. Пожелание другому здоровья, сочувствия к человеку, которому плохо, у которого что-то случилось, или кто-то болен, или кто-то из родственников болен. И поддержка даже незнакомого человека, хоть и на расстоянии, это очень многого стоит. Друзья, это я вам скажу точно, просто на примере, на нашем примере, вот мы женщины, 30 женщин нас, настолько мы близко общаемся друг с другом, что нам это очень помогает. Также мне уже и несколько моих блогеров уже написали, поздравили меня. Огромное им тоже спасибо. И поступают поздравления все больше и больше.
Так что, друзья, огромное вам спасибо. Ну, если так приедут девочки, если будут накрывать на стол, я не знаю. В принципе, я еще раз повторюсь, мне не очень-то как-то и, можно сказать, настроение сегодня не очень такое праздничное. Но они все равно не успокоятся. То есть дело все равно будет что-то готовить, что-то накрывать на стол. Честно вам признаюсь, мы не перезванивались насчет этого, не договаривались. Я ничего не готовила. Сейчас про себя думаю, галушки леплю, может быть, думаю, хоть гуся одного зарезать, что ли, может, что-то приготовить, когда приедет это дело. Так что никакого подготовительного процесса, как видите, у меня нет. Свой день рождения леплю галушки. Вот так вот, друзья. Там Ибрагим снимал в промотке, поэтому я думаю и поговорю с вами заодно, и покажу вот так вот. Это тесто у меня получилось, как видите, немного жиже, чем то, что я вам показывала, но ничего. Тут есть яйцо, есть мука, ничего не случится. Так, я надеюсь, их хватит. Но больше у меня даже нет времени. Потому что хочу прибраться, пока они приедут, чтобы девочкам хотя бы не надо было прибираться, чтобы мы могли просто немножко посидеть. А то обычно всегда, когда они приходят, им приходится что-то делать. Вот так вот, друзья. Так, друзья, ну все, налепила я галушки, принесла уже из холодильника, которые налепила. На интерес сейчас посмотрим, сколько они у меня весят. Так. Некоторые начали немножко уже прихватываться, замерзать. Сейчас, минуточку. Ставим это все. Так, вот. Некоторых у меня по 2 слоя их лежат. Так. Здесь, значит, 3 килограмма. Вот эти 2 лоточка. Так. Три 140. Сейчас запишем. Так, 3 плюс 3 140. Так. И последний. 2 170. Так. Сейчас посчитаем, сколько это все. Так, 3 плюс 3 и плюс 2. Так. Плюс 328 килограмм, 320 грамм. Значит, и минус тара. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, там по 177, ну пусть по 200 будет. 180 минус. Нет, не минус. 180 на 6. Так, 180 умножаем на 6. 1080. Мишка, что это наш кот там хочет? Минус. Каспер. Так, значит, у меня получилось 7 килограмм 240 грамм галушек, друзья, я сегодня налепила. Вот такой вот сегодня у меня начался мой день рождения. 7 килограмм кукурузных галушек. И, друзья,
На этом сегодняшний мой ролик с Аишкой закончим. Да, Аиша? Привет скажешь? Скажи привет. Вон туда посмотри в телефон и скажи привет. Аишка со вчерашнего дня приехала бабушку поздравлять, да? Ну давай поцелуйчик. Вот какой сладкий поцелуйчик. Друзья, на этом я сегодняшний свой влог закончу. Еще раз огромное-огромное спасибо всем, кто меня поздравляет. Всем желаю мира, счастья, благоденствия и самое главное здоровья. Не болейте, мои хорошие. Всех вам благ. Ну вот как-то так сегодня. Пока. Оля. Алча. Алда, пока-пока. Давай. Да, пока-пока. Шине, давай, сан Олвей, давай. Пока-пока-пока.